Переехали мы в храм 9 века. То есть посмотрим, как он сохранился сегодня. Еще раз, как называется он, спроси, храм? Вединский, если правильно запомнил. Я, к сожалению, у меня на незнакомые слова плохая память. Ну, в общем, сейчас прогуляемся. Здесь есть лестница, можно подняться наверх. Тоже природа забирает свое. Даже трава растет на стенах. Жить захочешь, не так раскорячишься. Законы природы. Даже и в скалах есть жизнь. Ну и пойдем, пройдем к самому храму. Современные двери поставили. Закрыто. Так можно показать со всех ракурсов. Да, внутри реставрация. Или, может, с подпорки сделали, чтобы он не обрушился. Но, к сожалению, видимо, мы это не узнаем. Такой резной фрагмент. Сколько здесь тоже резных фрагментов разрушенных. И ведь это камень цельный, я так понимаю, не бетон. Это все чем-то вырезали. Здесь как, выглядит как надгробие какое-то, да? Инжир вырос сквозь стены, сквозь бетон. И так, если посмотреть, судя по всему, его корни вот так проходят. Уходят в землю. Ну, конечно, таким образом разрушается здание. Повезло, с этой стороны открыто. Да, сделали как реставрацию, видно, будут крыши делать. Прохудилась она с годами. Дальше написано: вход воспрещен. Так, вдоль стен повешены и поставлены иконы. Смотрите, какая толщина стен здесь. Наверное, метра полтора толщина стен. Как их назвать? Рисунки, иконы святых. Ну, то, что осталось, так, стены, видно, были оштукатурены, посыпалось. И вот здесь, по-моему, единственное изображение, которое сохранились. А вот с этой стороны тоже, получается, на стене рисунок. Конечно, удивляют люди, которые что-то попытались свое имя написать здесь сверху, нацарапать. Мы здесь были, Хвича. Слов нет, конечно, одни эмоции. Зашли в интернет почитать об этом храме. Включен в ЮНЕСКО, а строил грузинский царь Баграт III. Как минимум будете в Абхазии, посетите это место. Точно обычным и обыденным его не назовешь. Сразу не обратил внимания, что здесь есть и подвальное помещение с первого здания, которое показывал. Сейчас включим фонарик, попробуем здесь прогуляться. Все течет, сыро. Вода просачивается сквозь потолок. Пойдем зайдем с другой стороны. Также, несмотря на отсутствие прямых солнечных лучей, растет трава прям из стен. Какой вид. Отсюда открывается тоже толщина стен.